Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В Якутске проходит крупное международное научно-практическое мероприятие, второй Восточно-Азиатский форум по общественному здоровью, профилактической медицине и терапии. Цель форума – это обмен опытом между медиками, учеными и властями стран Восточной Азии для укрепления здоровья населения и профилактики хронических заболеваний. Что будет в центре внимания медиков, мы сегодня и поговорим. Наша гостья в студии Анна Концевая, профессор, доктор медицинских наук, заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава Российской Федерации. Анна Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. В эти дни Якутск станет центром притяжения для экспертов по общественному здоровью не только из регионов России, но и из стран Восточной Азии. Столица принимает у нас второй форум Восточно-Азиатский по общественному здоровью. Какова вообще миссия и цель этого форума? Данный форум имеет под собой две основные цели и основные миссии. Первая – это обмен лучшими практиками и опытом в сфере укрепления здоровья населения регионов Российской Федерации. И целью является действительно рассказ о том, что делается на федеральном, региональном, муниципальном уровне, для того, чтобы различные регионы нашей страны могли использовать это в своей работе. И совершенно не случайно он проводится в городе Якутске, вообще в республике Саха-Якутия, потому что именно этот регион является флагманом в сфере укрепления общественного здоровья по целому ряду направлений, включая снижение пагубного потребления алкоголя. Так, хорошо. А что такое термин «общественное здоровье»? Я точно знаю, что у нас в республике даже есть Центр общественного здоровья медицинской профилактики. Может, вы там побывали уже. А сам термин что в себя включает? Общественное здоровье – это здоровье населения, большой группы людей. Общественное здоровье может быть страны, общественное здоровье региона, общественное здоровье муниципалитета. То есть это группа лиц. И, соответственно, методы управления этим процессом отличаются, безусловно, от управления индивидуальным здоровьем, потому что воздействие идет со стороны общества в целом, и это означает следующее. Для того, чтобы был здоров не отдельный человек, а группа людей, важно, чтобы были созданы для этого условия. Условия для ведения здорового образа жизни и профилактической активности населения. В первую очередь, а уже во вторую очередь, безусловно, обеспечение медицинской помощи. И эти условия создаются не в системе здравоохранения. Поэтому за общественное здоровье ответственность несет не система здравоохранения, а все, начиная от администрации страны, от правительства страны, администрации региона, администрации муниципалитета, работодатель и, безусловно, каждый из нас. А вот когда был коронавирус, говорили, что надо выработать коллективный иммунитет. Коллективный иммунитет и общественное здоровье, они как-то, может, перекликаются между собой? Но коллективный иммунитет, безусловно, это часть общественного здоровья, потому что коллективный иммунитет – это когда доля лиц, вакцинированных какой-либо инфекцией, достигает того уровня, после которого инфекция перестает распространяться. Это лишь одно из проявлений общественного здоровья в инфекционной части. То есть получается, что все-таки разница между лечением отдельно взятого человека и целого общества, она имеется. Да, и разница, вот вы слово сказали, лечение. Лечение отдельного человека – это лечение уже развившихся заболеваний, как правило. А задача общественного здоровья – не дать этим заболеваниям развиться, профилактировать их возникновение за счет того, что у человека именно есть все условия для ведения здорового образа жизни и профилактики заболеваний. Хотя, конечно, безусловно, должны быть сформированы и условия для раннего выявления уже имеющихся заболеваний и их лечения как можно раньше для того, чтобы предотвратить грозные осложнения. По данным Всемирной организации здравоохранения, на 10 лишь процентов здоровья зависит от системы здравоохранения, на 20% от генетики и экологии и на 50% от образа жизни. Что же нужно сделать, как вообще поменять мышление общества для того, чтобы люди начали беречь свое здоровье? Вы совершенно правы, это одна из основных проблем. Действительно, очень хочется часто переложить ответственность за здоровье на систему здравоохранения, но вот эти вузовские цифры со всей убедительностью говорят, что так не получится. Соответственно, человек, выбирая свой образ жизни, определяет свое будущее в отношении своего здоровья. И это одна из самых сложных проблем и вопросов, как мотивировать человека укреплять и сохранять свое здоровье до того, как развились заболевания. И здесь нет единого универсального подхода. Есть первое, опять же, создать условия, то есть для того, чтобы человеку этот здоровый образ жизни было вести как можно проще и комфортнее.
Если человек действительно вышел из дома, и он не видит магазин по продаже алкоголя, чем может похвастаться Республика Саха-Якутия, это одно из очень важных условий для ведения здорового образа жизни. Если в доступе находятся свежие овощи и фрукты, а не фастфуд, это тоже условие для здорового образа жизни и так далее. Что касается мотивации, то она, опять же, не универсальна. Здесь важно использовать подходы в соответствии с возрастной группой. Например, для молодежи говорить, что у тебя не разовьется инфаркт миокарда, не всегда эффективно, потому что они просто еще про это не думают. Молодежи нужно сказать, что ты не должен курить, потому что ты будешь плохо выглядеть. У тебя пожелтеет кожа, лицо и так далее, и ты будешь, соответственно, не сильно красив. Или в ряде случаев работает принцип того, что ты не сможешь родить здорового ребенка, если ты не будешь здоровым. Это основные аргументы для молодежи. Если говорить о лицах среднего возраста, то здесь имеет значение, опять же, продуктивность, особенно если это мужчина. Если ты не здоров, ты не сможешь работать, обеспечивать свою семью. И не сможешь, там, сказать, увидеть своих внуков. Вот какие-то такие аргументы. Ну, и для среднего возраста уже начинает иметь значение аргумент здорового долголетия, когда людям начинаешь убеждаться в том, что если ты хочешь быть активным и здоровым до конца своих дней, то важно, соответственно, вести здоровый образ жизни сейчас, а не когда уже стукнет 70 или 80 лет. Ну и для пожилых людей, для людей старших возрастных групп основным становится вот этот вот аргумент здорового долголетия, возможности самообеспечения и не стать обузой для родственников. Когда случается у человека, например, инсульт, и он уже не способен к самообслуживанию. Вот, соответственно, информационная кампания должна быть очень таргетной, очень дифференцированной и по тем аргументам, которые используются, и по каналам коммуникации, потому что, безусловно, для молодежи на телевидении будет ограниченная достижимость. Им важно, чтобы это было в интернете. Но сейчас я думаю, что большинство телеканалов имеет страницу в интернете. Ну, кстати, к слову о пагубных привычках, сейчас же еще идет политика о запрете продажи вейпов, что тоже немаловажно. Безусловно, это одно из достижений. И последний закон, принятый в начале этого года буквально, дает регионам право полностью запретить продажу вейпов на своей территории. Это уникальная возможность, такого раньше никогда не было. И сейчас регионы получили такое право, и в нескольких регионах это уже обсуждается на уровне правительств региональных. И будем ждать, кто станет первым регионом на карте Российской Федерации, который официально внедрит эту меру. Остается только дождаться. Но вообще в целом к 2030 году на стране планируют увеличить в 1,5 раза долю граждан, которые ведут здоровый образ жизни, снизить и потребление алкоголя и табака. Насколько реальны эти цифры? И вот как они бьются с нацпроектом «Продолжительная активная жизнь»? Эти цифры являются вообще целевыми показателями национального проекта и той целью, к которой мы все вместе должны прийти. Что касается потребления алкоголя, то мы всегда говорим, что Республика Саха-Якутия является флагманом и примером того, как это надо делать на самом деле. Потому что именно в этом регионе первыми применили целый комплекс так называемых ограничительных мер. Именно в вашем регионе возникли так называемые трезвые села. В вашем регионе в одном из первых было запрещено продавать алкоголь на первых этажах жилых домов. Здесь же установлен лимит несколько сотен метров по продаже алкоголя от образовательных учреждений и объектов социальной инфраструктуры. Вот если бы все регионы Российской Федерации хотя бы сделали то же самое, что сделано уже в Республике Саха-Якутия, это было бы уже большим достижением. Не говоря уже и о временных промежутках, у вас очень сильно сокращено время продажи алкоголя по сравнению с федеральными нормативами. А Вологда как же? А Вологда? Вологда ограничила время в большей степени, но там только время. У вас комплексный, в этом плане. У вас комплексный подход, у вас вот эта целая серия мероприятий, которые используют все возможные ограничения и каналы поступления алкоголя, что и дало свои плоды, несомненно, которые мы видим по снижению смертности мужчин трудоспособного возраста. В Вологде действительно ограничили алкоголь в гораздо большей степени, но только по времени. Соответственно, и задачей
в рамках нацпроекта является вот в том числе обмен такими лучшими практиками, чему и призван этот форум, когда коллеги из разных регионов слышат друг друга, могут понять, что сделано, как сделано и чего это позволяет достичь. Это что касается как раз алкоголя. По табаку вы уже упомянули очень важное мероприятие по ограничению возможности, по ограничению продажи вейпов. Классический табак действительно сейчас сходит немножко с орбит, хотя и все равно доля курящих мужчин еще высока. Но табачная индустрия не дремлет, к сожалению, и она начинает искать вот новые продукты, новые каналы продвижения. Очень важно своевременно им противостоять. Ну, вот, наверное, ключевое все-таки противостоять. Живя здесь в республике, ты знаешь, что эти ограничения с тобой всю жизнь, и как-то это воспринимается как данность, как норма. Но если ограничивать еще сильнее, не случится ли так, что люди будут стоять в очередях там за дрожжами и сахаром, а потом из-под полы продавать что-то еще гораздо более губительное для здоровья? Вот вы как раз говорите очень важный аргумент, который часто приводят противники ограничительных мер, и очень важно как раз его, так сказать, развенчивать. На самом деле в истории нашей страны был пример очень жестких ограничительных мер, это Горбачевская антиалкогольная кампания. Там было вообще все сурово, запретили все, везде и прочее. И в случае и Горбачевской антиалкогольной кампании и ограничительных мер аргументы о том, что будет хуже за счет контрафактного алкоголя, за счет самогоноварения, звучат всегда. Что здесь можно сказать? Действительно, определенный объем самогоноварения при этом увеличивается, какие-то случаи отравления могут быть, но совокупный эффект ограничительных мер всегда в плюс и в плюс большой. За счет чего? Потому что далеко не каждый начнет варить самогон. Не будет это делать в каждом дворе и в каждой квартире. Первое. Второе. Ограничительные меры работают прежде всего на ту категорию, которая, например, может быть, бы выпила больше, а может быть и нет. И, соответственно, она помогает качнуть весы маятника в обратную сторону для тех, кто вот еще не является законченным алкоголиком. Алкоголик – это психиатрический диагноз, там нуждаются особенные уже мероприятия, это другое, тут важна наркологическая служба. Но ограничительные меры, они помогают сформировать нормальность отказа от алкоголя прежде всего. То есть это нельзя, это плохо, это первое. И это работает прежде всего на подрастающее поколение. Вот дети и молодежь Якутии, они в очень выигрышном положении находятся. Они не видят вот того, что видим, например, мы. В моем доме, в городе Москва, на первом этаже моего дома 2 алкогольных магазина. И понимаете, когда люди, дети, особенно молодежь, выходят из подъезда своего дома и видят, вот это же формирует образ нормальности потребления алкоголя. Поэтому ограничительные меры, они всегда еще и способствуют тому, что в пагубные привычки не увлекается молодежь. Ну и, наверное, стоит подчеркнуть, что все-таки человек сам выбирает, пить или не пить. Анна Васильевна, какие ключевые выводы, ключевое послание будет по итогам форума? Ключевым посланием является следующее. Дорогие друзья, здоровье – это дело всех и каждого. Здоровье начинается с нас, с нашего ежедневного выбора, что съесть на завтрак, как провести свой выходной. Здоровье – это дело каждого руководителя любого уровня и всех сфер экономики. Министерство экономического развития или работодатели тоже должны понимать, что если они не заботятся о здоровье населения, то, соответственно, не будет трудовых ресурсов и будет проблема в экономике. Ну что ж, будем в курсе. Анна Васильевна, большое спасибо, что пришли к нам сегодня. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.